Привет, ребята. Ой, красиво, как хорошо. Солнце, я вот стою и чувствую, что вот она немножко даже греет, ребята. Середина февраля, уже такие, знаете, немножко попахивает к весне, так скажем. Ну, по прогнозу, ребят, совсем еще зима зимняя. Немножко подмело снежку, дала уже порядком так местами по пояс. Уже что-то похоже на зиму, так скажем. Минус 25, завтра вообще 35 обещают. Ну, в общем, на неделе, ребят, хорошие морозы. Я никуда не выезжал, немножко приболел, уже восстановился. Недельку никуда не ездил. Красота, ребят. Вот радуюсь солнцу, потому что зима у нас хмуро. И постоянно на видео такое, знаете, черно-белое кино. Потому что солнца за зиму очень мало. Но оно выходит, когда, конечно, морозы. Так прям шикарный вид. 300 метров речка, деревня, ребята. Я сегодня на ремонте, так скажем. Вот восстановился я, а вот собачку свою надо немножко подлечить. Вчера хотел выскочить, выставить жерлица на лесную речку. А смотрю, у меня небольшие проблемы. Проблемы небольшие, сейчас вам покажу. В целом все это делается, просто заказал запчасти. Сегодня должны вот они прийти ко мне вечером. Ну а так надо приготовить технику, чтобы можно было заниматься ремонтом. Такие дела. Так, друзья, выгнал технику, немножко прибрался, раскидал вещи, потому что буду загонять. И сегодня я хочу разморозить подвеску. Подвеска постоянно в таком состоянии. Гараж хоть у меня есть печка, но я его не топлю постоянно. Соответственно, вот после наледи, после чего-то еще, подвеска всегда вот в таком состоянии. И, соответственно, сегодня хочу разморозить, потому что именно у меня проблема с подвеской. Проблемы небольшие, запчасти я уже заказал, сегодня будут. Ну, чтобы добраться до них, надо вот, ребят, каточки все разморозить. Постоянно прилетают свежие комментарии, что за техника. Тафалар 600, ребята, компания Тафалар.
эта техника уже 3-й сезон. Я ходил и на стандарте, на минике, так скажем. Потом был у меня лонг 500-й, удлиненная база. Ну и в данный момент, ребят, это уже 600-очка. 20-й двигатель в толкаче. Вот так он выглядит. Хорошая техника для большого снега, для рыбалок подходит прям на ура. Ставил, кстати, я недавно поставил муфты, заказал с Кости, ездили и смотрю, Кости поставил себе, а я что-то так, знаете, к этому относился всегда-то как-то, ну, смотрится как-то так неинтересно, что ли. А в чем прикол, ребят, то что подогревы-то они здесь есть, но в данный момент, хоть и техника уже не работала, там полчаса, там остается тепло, и я, короче, поставил и еще толком не тестировал, потому что, ребят, в данный момент у меня ремонтик небольшой. Затопил печь. Понятно, что этой печурки у меня в гараже особо не хватает, потому что гараж еще надо делать и делать, утеплять ворота, чтобы там было прям жара. Ну, я этого не добивался, я именно добивался задачи, что если сегодня минус 25, в гараже хотя бы там минус 5, там минус 7, и уже можно ковыряться, понимаете, потому что, ну, сейчас в данный момент на улице что-то делать, ну, это вообще не серьезно. А вот как-то так, ребят. В общем, сейчас заведу, загоню в гараж, поставлю я еще, так скажем, пушку. Пушка небольшая, ну, накроем чем-нибудь, и мне кажется, все получится. Так что, общем, погнали. Вот в крайней рыбалке хорошо походили по наледи. Возможно, это что-то вывело из строя. Ну, в принципе, я и очень много хожу. 3-й сезон все-таки. С подвеской проблем не было. А вот получилось так, что у меня обломило, ребят, пружину. Вот видите, здесь вот такая боковая пружина с той и с той стороны. Это как отвечает за подвес сверху. Вот ее просто обломило, получается. Ну, я давай рассматривать с той стороны, думаю, мало ли что-то еще обломилось. Подвеска здесь интересная, тайговская, видите. Здесь как она и переломочка идет, и переломка для заднего хода. Соответственно, если зад даешь, то она хорошо поднимается. Я хорошо смотрел, тестировал на бревнах, когда ездил. Очень интересно она работает. Но с другой стороны, она и громоздкая очень. И тяжелая. Вот. И смотрю, ребята, вот здесь средние пружины, видите, вот здесь, они, смотрю, у меня уже не пружины, они у меня уже смялись, в общем, они уже не работают, как должно работать. И, в общем, я заказал вот эти, ребята, 2, и вот эти 2, а ту тоже поменяю, потому что, ну, мало ли, она, пока сделать, лучше поставлю сразу все новое. Подвеска интересная, но видите, чтобы вот раскрутить сейчас в данный момент, вот это весь лед, мне надо, ну, не одолбить, вот хочу я его как раз и разморозить, так скажем. Погода как раз такая подошла не самая лучшая, такой мороз. Ну, техника нужна, ребят, на технике я езжу постоянно, и, соответственно, технику надо починить. Ну, починить, в принципе, ремонтом это не назовешь, просто, так скажем, заменить старое на новое. Ну, в общем, вот такой момент. Да, здесь все, конечно, хорошо, ребята. Если даже, вот видите, обломило, то вышло вниз. Вот если бы, допустим, обломило с той стороны и вот этот крюк бы подняло наверх, то при езде, возможно, бы я мог повредить гусянку, что это, наверное, было самое бы печальное, потому что здесь гусянка очень мощная. 30-й зацеп, ребята. Гусеница весит 33 килограмма. В общем, она дорогая. Понятно, если развалился каток, там поменял и все, а вот гусянка уже это очень серьезная проблема. Соответственно, в принципе, перед выездом, ребят, всегда, когда куда-то уезжаете, надо визуально осмотреть, конечно, технику. И хорошо, что это случилось при выезде, когда я был дома. Я спокойненько доехал, загнал его обратно в гараж. Если бы где-то в лесу вот это случилось, это было бы неприятно. Потому что бывает, ездим далеко, надолго, с большими грузами. И как бы, когда в лесу, это не совсем приятно. Вот почему надо, конечно, ухаживать за техникой, смотреть. Ну, с этой стороны пружина все нормально. И вот эти 2 боковые тоже поменяю.
Сегодня мне уже привезут запчасти, вот, чтобы приготовить технику. Сегодня разморозил. Да, плохо видно, конечно, все в снегу, ребят. Не покажу. Вот видите, вот этот, получается, так сказать, отбойник. Он тоже отвечает за переднюю, верхнюю, точнее, верхний каток. Подъем именно тележки, это идет кверху. И вот эта пружина, вот видите, ребят, палец, смотрите, у меня уже просто со временем вышли из строя. Хожу очень много, 3 сезон, надо поменять. Катки вроде все хорошо, все крутятся, есть небольшой влюд на вот этом вроде, а остальные все четко, все здорово. Так что, в принципе, я не считаю это ремонтом. Но сегодня, помимо, ребят, разморозки, хочу сделать вам небольшой обзор, так скажем, на фонари. Вопросы задавали, есть что показать, есть что ответить. Погнали. О, хороший чаек. Так, друзья, ну что, продолжаем плейлист, так скажем, гаражной истории. Я на канале создал такой плейлист, и как раз вот бывает охота поговорить, какие-то обзоры показать, там, ремонты и так далее. Моменты с техникой, в данный момент как раз вот размораживаюсь. Кстати, ребята, все получается. Мне как раз нужно разморозить одну пружину, другую, все болты, которые связаны, в принципе, и все. С одной стороны уже разморозил, сейчас передвину другую, и в принципе все нормально. Ну и помимо этого хотелось поговорить о фонарях, о освещении. Тема интересная, тема больная. Какой фонарь купить, куда, на что и почему, в общем. Как раз еще, ребята, 2 новиночки у меня, и в целом как бы сделаем небольшой обзорчик. Насчет фонаря, ребят, это, наверное, своя история у меня. Мне, как помимо того, что я рыбачу, а рыбачу я очень часто, ребят, налима, а налима это ночная рыбалка, соответственно, тебе нужен фонарь обязательно. Без фонаря ты не сможешь насадить, там, в общем, нужен хороший фонарь. Я перепробовал кучу различных китайских фонарей, у меня и такие были, и батарея сзади, я помню, какие-то провода там, что-то еще. Ну, блин, не вытягивает это все. И ломается, потому что ты в дождь попадаешь, и налимой осенью рыбачишь, когда заморозки. Что-то еще, и как раз он тебя подводит именно там, где он тебе нужен, вообще необходим. Да и вообще, в принципе, любому походнику, охотнику, там, грибнику, мне кажется, нужен положить достойный, хороший фонарь в карман и не переживать, что он тебя подведет, так скажем. Вот сегодня как раз, ребята, я об этом и говорим. У меня плюс-минус
были такие моменты, что вроде да, все четко, но на камеру, ребята, на камеру не видно. И мне как блогеру, мне необходим хороший свет, не только для себя, да, но и показать вам, чтобы это было как-то более-менее видно. Я не говорю о каких-то мощных там прожекторах, там, каких-то там станциях, которые там подключаешь, там и у вас все светло, тепло, а именно вот о налобных, о небольших фонариках. Года 3 назад, ребята, у меня появился фонарик от компании Armatec. Вот данная моделька, это у меня уже получается второй фонарь именно вот такой марки. Потому что первый фонарь, он у меня упал в лунку. Мы что-то хотели посветить там, я не помню, и у меня он, короче, провалился. И он, самое интересное, что он светил, ребят, в воде, потому что фонари водонепроницаемые, ударопрочные, в общем, и как производитель утверждает, что можно до 10 метров погружаться, в общем, и он у вас будет работать. Соответственно, так и получилось. Но, к сожалению, я не помню, на следующий день мы не смогли выехать, а достать нечем было. И потом как-то поехали, или засыпал, я не помню, ребят. Ну, в общем, я его не смог достать. Хотя глубина была небольшая. В общем, я его вот таким макаром проворонил. Как-то отстегнул его, в общем, и как-то там в лунку, и что-то у нас как-то он упал. Я так очень расстроился, потому что фонарю было всего лишь полгода, а может там, не знаю, ну, даже года не было. И, в общем, я так по глупости, грубо говоря, уронил фонарик. И, соответственно, очень было жалко. Сразу же, не задумываясь, заказал такой же. И, в общем, вот этот фонарь, ребята, у меня, я не знаю, уже, наверное, года 2-3, наверное. Это налобный фонарик. Марка у него Wizard C2 Pro. Вот такой фонаричек, ребятки. В общем, вот такое налобное крепление. Резиночка такая. Он спокойно снимается. Здесь еще идет вот такая резинка, чтобы его не потерять. Она у меня куда-то, естественно, отлетела, потому что фонари всегда работают у меня, всегда, ну, они всегда со мной. Вот такая моделька. В комплекте, ребят, я уже не помню, коробок, наверное, даже и не сохранил. Помимо этого идет крепление, получается, на руль. В общем, вы можете там на велосипед его прикрепить, там, или, я не знаю. Потом крепление, застежка такая, его можно вот таким образом там на карман зацепить. В общем, хороший фонарик. Классный фонари. 4 режима. Вот диод. Раз, два, три, 4, да. Ну да, 4. Но это четвертый, получается, это турборежим, ребята. Вот в данный момент это турборежим, на котором очень-очень светло, но не рекомендуется, конечно, потому что батарейку он поджирает. Я, в общем, бывает, наверное, вот я вот на среднем работаю, и как бы мне в ночную рыбалку вполне достаточно, и в принципе еще и хватит. Здоровско, ребят, сделано, реально качественно. Ребята дают 10 лет гарантию на эти фонари. Собственные батарейки, ребят, в общем, производителя идут. Тут такая резиночка и вот такая, ребят, батареечка. В данный момент это у нас на 3500. 3500. 18650 люмен получается. Вот такая батареечка, ребят. Понятно, что батарейки, они выходят из строя, начинают подсаживаться. Ну, в общем, на ночевочку, ребят, такой фонарик вполне мне достаточно. Я и говорю, когда что-то надо подсветить, там турборежим врубил, а когда, допустим, чисто вот рыбалка, я вот не выключаю фонарь вообще, ребята. Потому что как подвесил его, включил вот в среднем режиме, вот у меня он светит. То бишь, запоминает память, не надо постоянно щелкать там режимами, то бишь выключили, включили, он у нас на этом же режиме и остался. Допустим, надо убавить его, сделать такой режим, или вот турборежим, или вот, допустим, вот такой маяк. Бывает, я даже вот так в палатке подвешиваю, ну не знаю, вот видите, вот таким образом он светит. И все, он в палатке, в принципе, освещает даже вот в темноте. И он горит всю ночь у меня, когда там просыпаешься, там печку подложить, что-то еще. Этого достаточно, он висит, получается, у меня всю ночь таким образом. Магнитная зарядка, ребята. Не надо там что-то совать, чпык, магнит прилепил и все. И также здесь находится магнит, очень прикольно. Допустим, вот у меня старый глушитель, допустим,
куда-то его так, не знаю, в бок поставить, там что-то еще. Вот так вот. Там, не знаю, машину там ремонтируете, там бац, прилепили его. Ну, прикольно, в общем, ребят. Вот такой фонарь у меня. Как бы не нарадовался, все хорошо, все четко. Ну, понятно, что уезжаю с кем-то, с супругой. И у меня у знакомых, у ребят, с кем я выезжал, наблюдал фонарики от компании Phoenix. От компании Phoenix. В принципе, ну, что-то тут разного я особо не замечаю. Такой же крепеж, ребята, вот в данный момент такая же резиночка. Вот видите, здесь она, кстати, тоже есть. Также он снимается. Вот уже здесь уже встроена. Если здесь, допустим, она прикрепляется, а здесь она уже встроена. Вот такая вот, про которую я вам говорил. Раз так, можете тоже его как использовать, что я бывает так, когда на лбу неудобно, допустим, там камера висит, я вот так вставляю и там насаживаю, допустим, вот видите, он мне как раз освещает то, что нужно. Ребята сказали, фонарик плохой, я решил для себя попробовать. В общем, заказал, ребята, вот этот Феникс, это как бы у супруги, грубо говоря, фонарь. Данная моделька HM61R, фонарик от компании Phoenix. Вот получается режим 1, 2, 3, 4, 5. Пятый режим, ребята, это как тоже турбо режим. Также он выключается. Соответственно, нашли себе средний режим, нажали, все. Получается, у нас опять же режим заполнился. Нажали, у нас все работает. Неплохой фонарь, ребят. Часто беру тоже его. Да, они, в принципе, все со мной. Я не хожу там с одним, с двумя фонарями. У меня эти фонари всегда все со мной. Кто-то там забылся подзарядить или что-то еще, там достаю другой и знаю, что я со светом обеспечен всегда. В общем, здесь есть индикатор, ребята, когда он заряжается, он горит красным. Тут то же самое, на зарядке здесь индикатор есть. В общем, практически идентичный, ну, очень хороший, ребят, качественный фонарь. Вопросов нет. Такая же магнитная зарядка, только видите, она как выполнена, ребят. В общем, это у меня второй фонарь появился. Я вот его вожу и как бы это брал для супруги. И, ну, естественно, как бы он перерос в мою сумку, как бы и все. Такая же батареечка, ребят. Получается 3400 мА здесь. И сколько она у нас? Ну да, в принципе, ребят, точно такая же батарейка. Также от своего производителя, то бишь какая-то там отдельная батарейка. Соответственно, вот. Хороший фонарь. Для себя я вот выбрал две модельки, ребята, это Phoenix и Armatec. Все. Теперь я забыл вообще слово, что такое свет, что такое фонарь. Как, что там, не знаю, куча китайских там, блин, вообще. Вот, ребята, это, в принципе, две модельки. Два производителя, которые реально делают отличные фонари, ребят. Да, ценник не из дешевых, но, ребят, поверьте, если вы купите вот этот фонарь, вы забудете на самом деле, что такое фонарь. Ну, дальше больше, конечно, и производитель тоже не стоит на месте. У меня от Armatec есть вот такой, ребят, собрат. Это аналогичный фонарю, что вот именно вот этот Wizard Pro C2 Pro. Это, ребят, собрат Wizard C2 Pro Max. Max. Говорится, Max это, ну, значит, мощнее, правильно? Он и выглядит, ребят, немного больше, намного тяжелее. Все то же самое, ребята. Здесь уже, видите, я закручиваю, чтобы он в сумке там, допустим, не загорелся. Здесь уже два турборежима, здесь теплый свет, ребята. Ну, освещение, конечно, просто космос. Не знаю. Это сейчас даже вот так при освещении он светит. Тут получается все то же самое стандартно, только уже идут два турборежима. Не знаю, мы даже пробовали, тестировали, что диоды так нагреваются, ребят, что можно зажечь бумагу даже. На самом деле очень-очень горячо становится. Ну, понятно, на таком турборежиме батарейка прослужит недолго, но когда что-то надо реально подсветить, что-то прям круто. А так сделали себе средний режим.
Вот такой, допустим. И все. Я не знаю. Такая батарейка, ребят, хватит, я не знаю, ну, может на неделю даже. Вообще, если использовать там как-то так, ну, выключая, включая, на неделю он вывезет спокойно. Потому что здесь, ребят, батарейка уже, здесь уже 5000 миллиампер, ребята, чтобы вы понимали. То же самое, водонепроницаемый, противоударный, под водой можно светить. Короче, ну все, что нужно. Я не знаю, что еще может быть круче. Также магнитная зарядка, здесь немножко побольше идет она, видите, уже, соответственно, нет, да, они идентичны, я проверял, думаю, блин, что потом две зарядки, допустим, таскать, нет, ребята, здесь она подходит и на то, и на тот, я вспомнил, все нормально. Так что, вот такой, ребят, если так уже сомневаетесь прям, или что-то там, я не знаю, прям очень-очень нужен иногда яркий свет, ну тут прям в глаза светишь, и все, можно слепнуть, потому что там секунд 10 ты ничего не видишь, то вот можно присмотреть вот такую модельку, и тогда вообще все забудете, мне кажется. Wizard C2 Pro Max, а этот у нас Wizard C2 Pro, просто Pro. Вот я его частенько беру, как бы не беру, он всегда со мной, и вот когда уже осенью вот, на Лима стою, сейчас вот одеваю его, получается. Он немножко тяжелее, но батарейки здесь хватает прям на ура. Прям на ура, ничего не скажешь. В дальнейшем у меня еще есть, ребята, тоже от компании Armatec тактический фонарь. Кстати, у производителя различные модельки, это я вам показывал просто единицы. Естественно, вы можете посмотреть и заказать под свой вкус и цвет, и под свою, так скажем, ценовую категорию. Вот у меня, ребят, такая моделька, это Viking Pro, получается. Это уже тактический фонарь, ребят, в таком чехольчике идет. Тоже магнитная зарядка, но уже здесь зарядка другая, и, соответственно, она не подходит, если на умный фонарь, допустим. Здесь режимов нету, ребят, просто включил, выключил. Ну, красота, ребята. Лупит он прям изумительно. Производитель утверждает 400 метров, но 300 метров точно, ребята, светит, потому что я примерно замерял. Интересная вещь. Я не знаю, есть крепление, ребят, под ружье, получается. Ну, понятно, с фонариком стрелять нельзя по закону. Так-то, по идее. Ну, допустим, на ружье там можно поставить его, я не знаю, там при ходьбе, там что-то еще. Вот, я таким фонарем пользуюсь, очень удобно по жерлицам, когда флажки светоотражающей ткани у меня обклеены. И вот так с палатки вышел, там, допустим, ну реально там жерлица стоит 200 метров, спокойно пробивает и видно, реально очень круто. Вот, не знаю, для охотников, да вообще вот для каких-то целей таких, что нужно дальнобой, как-то прям круто. Как-то было, что нам пришлось возвращаться на моторе, было уже темно, и вот я с этим фонарем спокойно шел и как бы просматривал берег и видел коряги, которые, ну, вот именно в данном месте были, и была опасность напороться на корягу. Я вот так просматривал. В общем, ну, мне кажется, имеет место быть в сумке, тем более я, ну, не знаю, летом что, на моторе в основном уезжаю, как бы я не пешком. Зимой я на мотобуксировщике положил, как бы, ну, он здесь можно его на ремешок так одеть. В общем, понравился мне тоже. Это один из каких-то там, не знаю, фонарей, ребята, есть и мощнее, в 3 раза даже там получается. Так что, интересная моделька. Название у него Viking, ребят, Viking Pro. Так, также я сказал, магнитная зарядка. Здесь у нас синтетичная батарейка, ребят, 3500. То бишь они, получается, подойдет она мне, вот получается, на Wizard C2 Pro. Также говорю, есть и мощнее фонари, ну, этого, в принципе, мне достаточно. 300-400 метров он свои светит, блин, куда еще больше, правильно? Так что, если что, ребят, название Viking Pro имейте в виду. Так, ну что, идем дальше, ребят, так скажем. Я еще, ребят, не тестировал, и
ничего не могу сказать. Но почему именно его заказал? Потому что у Васильевича, кореша моего, Васильевич, привет. Для палатки, для кемпинга вот именно вот такой фонарик. И я его, несомненно, заказал, потому что в последнее время я пользовался вот этими там от Powerbank, там диодными вот этими там лампочками на Озоне, которые копейки стоят. Одна у меня наверху что-то расплавилась от жары, вторая потом провод отлетел, короче, я плюнул и вот заказал, ребят, на Алиэкспресс вот этот фонарик, ребят. Крутой фонарь. Почему? Потому что, говорю, у Сереги я его увидел и, блин, я не знаю, я захотел сразу прям. Это конкретно фонарь, ребят, в палатку, так как, сами понимаете, мы в основном в палатке. В общем, вот такая коробка. Зарядник, ребята, уже получается Type-C вход, что сейчас немаловажного, потому что у многих андроидов, ну, понятно, какая-то бумажка, которую мы не читаем. Ну, за фонарь, ребят, я скажу, что одно, вот так он выглядит. Есть также магнитная, ребят, приблуда, можно куда-то его прилепить. Есть крючочек вот такой, видите, получается. Ну и вот сам фонарь. Там есть два вида освещения, теплый, холодный. Я взял теплый. В общем, вот такие режимы, ребят. Получается, это, как говорится, турбо. Вот средний получается. И вот такой, не знаю, почитать там что-нибудь еще. И получается, он включается. Вот такой крючочек. Получается, здесь сам зарядник. Самое интересное, ребят, что от этого фонаря можно зарядиться. Он идет как Powerbank. И здесь уже не какие-то батарейки, а именно аккумулятор. Аккумулятор, ребята, почти на 10 тысяч. Вы понимаете, да? Вот у меня есть Powerbank 20 тысяч. Это получается его в 2 раза надо будет. Ну, хватит, чтобы его зарядить. Есть, получается, такой индикатор расхода батарейки. Ну и, соответственно, когда их будешь заряжать, то же самое будет видно. Здесь, ребят, такая алюминиевая прослойка. Ну, я так понимаю, если он будет нагреваться, чтобы вот как охлаждение, получается, идет. В общем, пушка, фонарь с Васильевичем, когда был, ну, не знаю, в среднем режиме у нас всю ночь горит, и как бы его достаточно. Ну, сами понимаете, 10 тысяч миллиампер батарея. Вот такое приобретение. Еще, ребят, не тестировал. Ну, как раз, думаю, такая пьянка, покажу, ребят. В общем, брали на Алиэкспрессе, что-то мы на одном сайте нашли за 1800, на другом 1500. Короче, в районе полторашки, ребят, можно найти. Получается, сейчас я вам скажу, это получается мост 14, ребята. Мост 14, 30 ватт получается. Так я понимаю, галочка стоит. Мост 14. Есть мост 13, ребята, мост 14. Данная моделька мост 14. Есть мост 13. Если что, имейте в виду, ребят. Теплый свет, есть холодный свет, кому как нравится. Ну, в общем, еще не тестировал, ребята, не брал в походу. Ну, вот, сейчас, я думаю, вопрос закрыли с освещением в палатке, потому что, блин, в палатке ночуешь, а зимой ночи длинные, что в 3 часа уже там, грубо говоря, надо в палатку заходить, а рассветает там только в 8-9, это, грубо говоря, столько времени в палатке, надо обалдеть, и чтобы кайф был. Ну, в общем, вот, ребята, не знаю, посмотрим, как он послужит мне. Но если что, как бы заказал не просто так, потому что увидел у Сереги. Ну и как-то, ребят, не знаю, уже месяца 2-3, наверное, назад у меня пришел очередной новый фонарь от компании уже Феникс, ребят, новая моделька. Вот. И все что-то как-то не доходили руки до него, не знаю. Ну, в общем, ребят, фонарей много не бывает, как говорится, и всегда охота, что у тебя есть в запасе еще что-то, еще что-то. Пришло в такой коробочке. Самое интересное, ребят, что ребята от компании сделали вот такой приятный подарок, ребята. Это мультитул. Представляете? Я его открывал. На самом деле мультитул даже неплохой. Это тоже очень хорошая, дорогая вещичка такая, ребят. Вот так выглядит, смотрите. Я так понимаю, что это у них помимо фонарей на производстве сами делают мощный
крутой, ребята, мультитульчик. Все есть, и линеечки есть. Ну, такая вещь, ребят, тоже, блин, бывает, вот так положишь его, знаете, ну что, плоскогубцы, бокорезы там уже получается. Тут пилки всякие погнали. Ну, короче, есть все. Нож. Вот, причем какой нож, ребят, смотрите, хороший. Так, сейчас буду разобраться, как он обратно складывается. Ну тут, короче, ребят, очень-очень отвертки всякие различные, смотрите. Ну, а что мультитул, наверное, вопросов не возникнет. Ага, все понял. Вот так все это делается. Вот такой мультитульчик, ребят. У меня есть, кстати, мультитул. Бывает, вот, знаете, вот, куча вот отверток возят люди. А, еще смотрите, ребят, набор бит. Нифига себе, я даже этого не видел. Короче, различный набор головки, вот маленькие биты. Это получается какую-то из отверток, получается, да, здесь заходит. Ну, крутой мультитульчик, вопросов нету. Что тут сказать? Ничего не скажешь. Фига себе, еще, короче, набор, ребята, бит. Вот это да. Блин, ну это вообще, конечно, приятно, блин. Заказал и вот такой подгон сделали. Что себе. Так что, не знаю, ребят. У меня, в принципе, есть хороший мультитул. Возможно, может, кому-нибудь подарю или разыграем. Потому что вещь, ребята, не из дешевых. Сейчас, тем более, мультитулы подлетели в цене, я не знаю, чуть ли не в 2 раза. В районе десятки сейчас хороший мультитул стоит. Вот здесь прям прикольный. А, ничего себе, здесь даже канцелярский нож, ребята, есть, смотрите. Бокорезы, нож. А, тут даже 2 ножа, ничего себе. Короче, надо смотреть, разбираться. Ладно, ребят, тут дело-то не в этом, просто в коробке положили. Ну, в общем, ребят, вот очередной фонарь новый от компании Феникс. Вот так они выглядят, ребята. Вот такой гарантийный талон. Свет для ночных приключений. Я уже сам даже забыл, ребят, какой я заказывал. Ну, в общем, это новиночка. Это у нас АМ61Р. Так, 3400 батареечка, ребятки. Также противоударный, водонепроницаемый. Вот. 300 часов, ребят, это вот беспрерывного режима. Но это понятно, что на минимум режиме он может просветить 300 часов. Вы представляете? В общем, дальняя бойкость, если в воду светить, 2 метра пробивает. А так получается 162 метра. Производитель указывает, что вот он будет светить. Абсолютно новый фонарь, ребята. Вообще не распакованный еще. Короче, класс. Сейчас быстренько распакуем, ребят. Покажу. Да и сам посмотрю. И говорю, еще даже, ребят, не открывал. Все как-то что-то некогда было. Поставим его тоже на вооружение. Бывает, с кем-то выезжаю там. Ко мне кто-то приезжает в гости. И я знаю, что у меня есть в сумке фонари. И как бы нам хватит на рыбалочку. Так. Ну, вот эти всякие различные бумажки, которые мы не читаем. Вот, в общем, ребята, выглядит вот так. Это резиночка запасная, которую откручиваешь возле батарейки. Обязательно идет запасная. В принципе, у каждого фонаря из этих. Вот. Сама зарядка от USB. Тоже магнитная. Ну, понятно, блока нету. Вот она так выглядит. Ну и, в общем, сам фонарь, ребята. Сам фонарь. Вот такая моделька, ребятки. Так. Здесь я уже смотрю что-то интересное, что-то новое. Ага. Так. Так, интересно. По-другому уже, ребят, немножко выглядит. Отцеп, так скажем, отжим. А, вот. Вот так, ребятка, смотрите. Данная моделька вот так. Раз. Уже без всяких резинок. Можно отцепить.
Так. Откручиваем батареечку. Сейчас сниму его, так удобнее будет. В общем, ну, также, ребят, можно его сюда. Бац. Небольшой фонаричек. Но это уже новиночка, так скажем. Также у производителя... А, здесь еще вот бумажка, ребят. Был абсолютно новый. Вот она. Бумажка. Такая же стандартная батарейка, что и на том у меня. Все, погнали. Более такой холодный свет. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Турбо режим 5. Также нажали. Ну, в общем, ребят, идентично. Ну, короче, новый, ребят, новый фонаричек. Короче, вот так он фиксируется. Не знаю, это вот удобнее, неудобнее, но как минимум что-то из этого. Офига, молодцы, здесь такое быстрое крепление сделали, совсем немножко по-другому уже. В общем, цепляется он вот так. Раз, и все, и готово. И на лоб. Хорошие вот эти ремешки, прорезиненные, знаете, так на голове четко стоят. Вон здесь, видите, силиконовая. Так, чтобы он хорошо держал. Ну вот, ребятки. Как-то оно так. Мне кажется, что и у меня от этого первого зарядка подойдет. Так что такие дела, ребят. Ну, немножко вот показал распаковочку, да что. И рассказал, какими фонарями я пользуюсь, ребят. Вот на данный момент я даже не рассматриваю другие фонари. Вот эти две марочки, которые, в принципе, держат. Я знаю, что есть и другие фонари, которые неплохо работают, как бы. Многие хвалят там, и ребята, которые видео снимают. Я смотрю, бывают обзоры, что реально есть фонари. Но я остановился, ребята, вот на этих двух производителях. В принципе, что этот мне нравится, что тот нравится мне. Да, ценники, ребят, не из дешевых. Но, поверьте, приобрести вот данный фонарь, как бы, и забыть просто, я не знаю. Забыть нам просто, вообще забыть, что такое фонарь. В карман положил, вот так, все. И не пропадешь с ним точно. В общем, вот такой обзорчик, ребят. Не знаю, пишите, кто чем пользуется, будет интересно посмотреть. Может, кто-то там для себя там нашел как-то и подешевле варианты, и неплохо светит там. Ну, как минимум, ребят, я говорю, что я вот стою на этих фонарях и доволен как удав. В первом, ребята, закрепленном комментарии будет ссылка на мой телеграм-канал. Кстати, мы там хорошо общаемся, дружим, вообще замечательно, прикалываемся там, делимся всякими вещами. Заходите, ребят, пишите, если кому нужен будет промокод, скидочка, что на данный момент на Феникс, на Арматек у меня есть, ребят, промокодики, есть скидочки. Скидки причем неплохие. Если кому интересно, ребята, обращайтесь. Подскажу что-нибудь, помогу, найду ссылку. Ну, в общем, ребят, в телеге пишите. Там. В общем, ребят, такие дела. Так что хотелось бы побольше пообщаться. Ну, показал так быстренько на обзоре, чем я пользуюсь, ребята. В общем, вот все фонари, которые, в принципе, меня вполне выручают. Вполне мне нравится, вполне меня устраивает. Вот. Потестируем сейчас, конечно, вот этот кемпингский китайский фонарик. Ну, я сказал, почему заказал, потому что есть понимание по этому фонарю. Ну, в общем, ребят, буду размораживаться дальше. Эту сторону уже разморозил. Сейчас разморожу заднюю и будем ремонтироваться. Сегодня вроде как привезут мне запчасти. Я думаю, завтра поменяемся. Ну и увидимся, ребят, на рыбалке. Все. Давайте, ребят, всем доброго. Удачи. Пока.
Тут-то все уже оттаяло. Нормально. Нормально. Ну, хорошо.